Пока в 709-711 году енисейские кыргызы воевали с восточными тюрками, на территории современного Кыргызстана происходили не менее значимые события, которые впоследствии повлияют на становление кыргызского народа. Более 1200 лет назад, в 751 году, у реки Талас в Таласской долине встретились полчища арабских и китайских воинов. Это была знаменитая Таласская битва, о которой написано в учебниках по мировой истории. Чем же знаменита эта битва? 4 дня 2 больших войска стояли у реки, в ожидании, когда одна из сторон нападет. Проживало на данной территории племя карлуков, которое изначально было на стороне китайцев. За 4 дня ожидания карлуки успели договориться с арабами и в финальный день атаковали китайцев с фланга. Воодушевленные арабы перешли реку и разбили китайскую армию, убив около 100 тысяч человек и пленив около 20 тысяч. Эта битва может показаться такой же, как и все другие битвы. Одни победили, другие проиграли. Однако с политико-исторической точки зрения эта битва имела огромные последствия для всей Центральной Азии и кыргызского народа. Китайцы после поражения у реки Талас не ступали в Центральную Азию около 1000 лет. Это способствовало формированию региона без Китая и распространению ислама. При этом тюрки сохранили культуру кочевников по всем основным направлениям. В дальнейшем у тюрков появляется первое оседлое исламское ханство караханидов. Кара из древнекыргызского «сильный», «крепкий». Это происходит в 940 году. Караханидское государство находилось на территории современного Южного Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Китая и Таджикистана. Столица была в Баласагуне, современный Токмок, а позднее в Узгене и Самарканде. Это первое тюркское государство, где официальной религией был ислам. Часть народа стала оседлой. И это дало тюркскому миру первых ученых, таких как Аль-Фараби, Махмуд Кашкари-Барскони и Джусуп Баласагуни. Вы, наверное, видели его фотографию на 1000 сом. Ислам переселил тюркские народы в города, а с оседлым образом жизни появилась возможность не только гонять табуны лошадей и отары овец, охотиться и воевать, но и грызть гранит науки.